Беларусь богата своей природой. Развитие туризма здесь не стоит на месте, а подготовка специалистов будет осуществляться по европейским стандартам. Агроэкотуризм – отменный отдых для тех, кто любит природу. Охота, рыбалка, сбор ягод в летний период, катание на лыжах, посещение заповедников. И это далеко не все, что могут предложить отдыхающим в агроэкоусадьбах сегодня. Если такими темпами пойдем, я думаю, что мы в ближайшие 2-3 года подтянемся до уровня не ниже, нежели предлагают поляки и литовцы. Анна Гончарик – студентка Высшей школы туризма. Считает, что учебная программа помогает развиваться будущим специалистам прежде всего на практике. Например, Аня сделала макет агроэкоусадьбы, так как студентку привлекает именно эта область туризма. Методы образования на факультете только улучшаются, совершенствуются с каждым годом. С каждым годом приходят все новые творческие студенты, которые готовы поднимать туристическую отрасль. Все будет хорошо. Евросоюз оказал поддержку в развитии туризма в Беларуси, выделив около 1 миллиона евро Высшей школе туризма. Проект рассчитан на 3 года, а преподаватели и студенты будут проходить стажировку за границей. Это не значит, что мы слепо будем копировать какие-то образовательные технологии. Мы возьмем все то ценное, которое поможет нам решать наши белорусские проблемы в области развития туризма. Специалисты считают, что внедрение новых подходов необходимо для повышения качества услуг в турбизнесе. Это поможет улучшить уровень сервиса, что и является целью проекта. Евгений Игнатик, Сергей Лавренов, Алексей Мартынов. Новости Содружества. Беларусь.